Ради Хабиров в рабочей поездке по Уфе. Глава республики направляется на улицу Трамвайную в северной части города. Здесь расположено предприятие «Стеклонит», реализующее масштабный инвестпроект по модернизации производства. Продукция из стекловолокна, выпускаемая на заводе, используется в машиностроении, нефтегазовой отрасли, жилищно-коммунальном хозяйстве, гидротехническом и дорожном строительстве. В прошлом году компания переместила одну из своих площадок из Твери в Уфу. В прошлом году я немножко шороху наводил, ездил по Башкирии, искал, где бы куда завод перевести. И в Татарии ездил, и в Ульяновске был. Вот. В общем, все равно решили мы сюда. В прошлом году все оборудование перевезли. Вот сейчас будем проходить. Это мы же как раз, по-моему, в самом начале вот этим занимались. Да. Соответственно, все-таки родина ближе. И мы здесь немножко пристрои сделали. В общем, увеличили высоту помещений некоторых, которые там надо было для оборудования. В общем, на сегодняшний день где-то порядка 150 человека мест у меня новых появилось, исходя из того, что я с Твери перевез сюда. В этом помещении у нас оборудование по геосеткам. Кстати, наша компания первая в России привезла из Германии эти машины. Это вот в дорожном строительстве, это да? Вот дорожное строительство, да. Здесь вот тонкие эксы делают, здесь машинки делают фасадные сетки. Это вот геосетка. Это вот то, что на дорогу, да? Да. Но она бывает разной. По необходимости ячейка может быть больше, может быть толще, может из полиэфирки быть, может из стекла. А это вот что это такое? А это вот из базальта. Это геосетки из базальта. Это сырье, пока еще не готовый продукт. Вот, это не стекло, это базальт. Базальта в России. Дорога или... Это тоже дорога специальная. Здесь немного проще слышать. Здесь был склад, весь переделал под композитный цех. Вот сейчас буквально начало работ. Узко. Вот первые две плиты. Вот эти плиты будут производиться здесь. Лопат на болотах первой и второй категории для проезда тяжелой техники до 80 тонн. Очень прочно. Это был заказ газовиков. Потом нефтяники берут. А за счет чего прочность этого? Тут металла нет, да? Металла нет. Во-первых, у него положительная плавучесть, но композит сам по себе, ну и плюс сердечники там такие сделаны. А сердечники не металл, да? Сердечник не металл. Он тяжелый? Тяжелый. 700 килограмм одна плита. Вы участвуете в программе повышения производительности труда? Да. Я вот просто наблюдаю, но вот обратил, чистота, порядок, аккуратно все. Не загромождено ничего. Вот, ну, собственно, так и должно быть. Вот итальянцы, Растони. Очень красиво работает прям вообще. Да, вот это нитки сколько, представляете, сколько тысяч ниток? Несколько тысяч ниток заправленных. И они должны наматываться с абсолютно одинаковой натяжкой. Иначе, когда делаешь ткань, одна провиснет и все, и ткань не получается. А эта вот мультиаксиальная машина была первая вообще в России. Сейчас их 3 штуки в России. Вот это? Да. Она делает сразу на 5 слоев. И не тканку, и любой угол задаешь. И может сама углы держать. А, вот она, да. Да. Осторожно, там лазерная припер. В планах расширять производство. Вот сейчас одна работает, сейчас вторую. Со второго этажа спустили мы ее, на втором подняли. Делали. Вот так производятся в 2 ручья. Значит, сейчас производим как раз для Хорватии. Вот фактически арматура композитная, которая получается. Ух ты. И это дешевле, да? Это дешевле. И мы можем делать по ГОСТ, потому что единственная компания пока на сегодня, у которой есть полный пакет документов для тестирования. Мы не берем? Берут помаленьку вот эти
частные строители, для частного домостроения. Пусть они и строители будут готовы, и дорожники. Сейчас, кстати, начали программу с РЖД по арматуре. И Сибур заинтересовался, буквально 2 встречи у нас было с ними. Они хотят делать составные компоненты для производства и хотят продвигать саму. А режется как? Режется болгарка или болгарка режется, да? Сергей Баянович, приветствую. Здравствуйте. Приветствую. Вынуждены, Ради Фаридович, находиться в самоизоляции. Я с большим удовольствием походил по предприятию. Очень высокая такая культура производства, культура труда. Спасибо большое. Поэтому вот мы с Талгатом Гельмуловичем говорим, мы хотим вам помогать, вы нам задачи ставьте, чем мы можем помочь. Конечно, хотели бы, чтобы предприятие и дальше развивалось. Оно такое довольно перспективное. Ради Фаридович, продолжаем инвестировать. Программа с 19 на 20 год примерно 600 миллионов. Очень много инновационных продуктов. Композитная отрасль, она вообще такая вот достаточно революционная, инновационная в разных там ипостасиях, потому что волокна разные, и натуральные волокна есть, и углепластик, и все остальное. И, конечно, здесь мы опираемся на потенциал республики, на научно-технический потенциал, на то, что у нас достаточно большая, серьезная история с точки зрения высшего образования. Сергей Баянович, вот вы правильно говорите, композитные материалы, они все-таки, наверное, в какой-то степени будущее. Мы вот сейчас с Талгатом Гельмуловичем говорили, мы в среду это обсудим, посмотрим все-таки в дорожном строительстве, чтобы мы начали применять и более активно применяли. Причем здесь у нас в республике, у нас объемы большие, там по 20 миллиардов каждый год у нас дорожный фонд, поэтому дорог мы много делаем. И в то же время, усиливая, что на некоторых направлениях у нас нагрузка на дороге превышает все там допустимые коэффициенты, нам, наверное, нужно переходить на использование композитных материалов. Ну и поговорим по стройке. Я тоже с удивлением вот видел некоторые какие-то новые вещи. Я не знал, что это есть. Очень интересно. Да, базальт перерабатываем, Ради Фаридович, уже активно очень. Очень перспективное направление. Вместо металла используется в вкладочных системах различных, строительных. Вот. У нас вообще каждый год 1-2 новых продукта мы обязательно вводим. Понятно, что с сертификацией бывают проблемы, потому что у нас главгосэкспертиза достаточно консервативно себя ведет. Это правильно, с одной стороны. С другой стороны, конечно, вводить новые продукты – это вот 2-3 года как минимум. Здесь и проектные организации очень серьезно работают, и заказчики, и лабораторные испытания, и трассовые испытания разные, да, и, соответственно, достаточно большой такой лаг. Вот. Мы и здесь на федеральном уровне вместе с Деловой Россией работаем вместе с госэкспертизой, чтобы вот нормативную регуляторику эту немножко, так скажем, привести в порядок хотя бы в рамках одной отрасли. Потому что у нас в рамках даже одной отрасли все нефтяные компании требуют собственные сертификаты. То есть вот там, если мы в «Лукойл», например, поставляем продукцию, там сертификацию полную проходим, если в «Роснефть», там полную проходим и так далее. Вот это, конечно, унификация, она бы очень помогла, потому что это и время бы нам сэкономило большое, да, и, соответственно, подходы бы к инновациям, они достаточно, упростились, по крайней мере, с точки зрения сроков. Вот. И есть такое предложение, что, учитывая, что республика у нас такая промышленная достаточно, вот можно собирать слеты различные проектировщиков, например, чтобы показывать весь потенциал республики не только на выставках, а вот такие точные конференции прям проводить, отраслевые. И было бы очень полезно, потому что новые продукты, их вот не просто даже на выставке надо показывать, это надо объяснять, как они работают, какие у них новые свойства, что с точки зрения вот этих новых материалов меняется, да, вот в отрасли применения. Поэтому здесь, конечно, большую роль играют проектные организации в первую очередь. И, конечно, заказчики, вот те инновационные научно-технические подразделения у заказчиков, которые непосредственно этим занимаются. Очень интересное предложение. Давайте мы поизучаем его, может быть, мы там выйдем с инициативой. На самом деле потенциал-то научно очень большой. У нас все-таки нефтяной, авиационный создали много школ, и вот на базе этого. Хорошая, интересная идея.
А то, что касается унификации, вот сертификации, мы давайте поизучаем вопрос правительства, обратимся, насколько это возможно, но это надо поизучать. Сергей Борисович, хотел поблагодарить вас еще за то, что когда долго принимали решение, куда предприятие переводить из Твери, что все-таки на родину вернулись. Спасибо большое. Мы по-другому не могли, Ради Фарич. С вашим приходом, тем более, как мы могли такое себе позволить. Спасибо. А мы будем помогать. Вот мы все здесь собрались, и поэтому еще раз спасибо большое за предприятие, за все-таки времена-то не сладкие наступают, поэтому на нас тоже рассчитывайте, ладно, если вот где-то будет. Но мы уже, я говорю, посмотрим, чтобы спрос какой-то, может быть, здесь смотивировать вашей продукции. Так, обязательно в части что-то мы сделаем. Ну и вместе пройдем эти сложные времена. Дай Бог, чтобы нам все-таки выбраться из них. Сергей Борисович, спасибо большое. Мы настроены работать, развивать предприятие. Спасибо вам большое за поддержку. Спасибо. Вам Я думаю, что вы будете гордиться нашим предприятием и нашими продуктами. Дай Бог. Ну и до встречи. Все это пройдет и увидимся. Да, спасибо большое. Спасибо. Всего доброго. Спасибо. Будем общаться и будем помогать тогда, чтобы вас... Я всегда на связи, ну, Саша на связи, все коллеги на связи, так что это... Спасибо вам огромное за приезд. Понравилось, надеюсь? Мне очень понравилось. Я прям вот с хорошим настроением уезжаю. Спасибо большое. Спасибо. Довольно уникальное предприятие, такое вернулось, да, к нам? Да. Но оно не то, что вернулось, они в разных местах локализовались, и когда принимали решение собирать в одном месте, мы просили акционеров, что все-таки, конечно, произошло это в Уфе, здесь, в республике, они нас поддержали. Ну, поэтому вот у нас такое замечательное сотрудничество идет. И ну, совершенно очевидно, вот я не раз это убеждаюсь, что мы потенциал наших предприятий, которые работают за пределы республики, за пределы даже России, не используем у себя. Вот промчас, который я провожу, именно вот эту задачу решает, чтобы соединить производителей наших с нашими потребителями. Вот в среду мы будем этот вопрос обсуждать. Спасибо. Глава Башкортостана отправляется на судоремонтный судостроительный завод в Затоне. Предприятие, созданное в начале прошлого века, является одним из старейших в Уфе. Мощности цехов позволяют готовить к навигации до 15 судов одновременно. В свой недавний визит, который состоялся 20 февраля, Ради Хайбиров дал поручение отремонтировать теплоход «Чайка». На сегодняшний день вот сейчас «Чайка» в том состоянии, в каком она сейчас посмотрите, она, конечно, совершенно по-другому выглядит. Вся процедура, которая предусматривалась, она выполняется. Мы когда выходим из банкротства? Из банкротства вот у нас на 6 июня перенесли рассмотрение в суде, потому в связи с коронавирусом. И второе подписание мирового соглашения у нас было запланировано на 8 мая, сейчас сдвинули на конец мая. Если 6 июня будет рассмотрение, значит будет уже мировое соглашение подписано, утверждено судом. Все, мы выходим из процедуры банкротства. Здесь никаких вопросов нет, они все плавно делаются. Все платежи, какие необходимы были срочные, мы закрыли, кредиторскую задолженность мы закрыли. Ну что, как настроение? Хорошее настроение. Ну, теплоход. Получилось, нет? Да, очень получилось, да? Получилось, спасибо. Так, снаружи покрасили, так? Покрасили, да. Снаружи. И вот я так вижу, окна поменяли. Ну, да. Окна, двери полностью поменяли. Да? Все. Ну что, посмотрим? Да. Ну, вы уже то есть готовы? Готовы. А ходовая, движок, все нормально? Сейчас проверьте. Да? Так. Ух ты. С чего начнем? Это команда? Это ВИП, да. Комната, да, она вот у нас единственный материал, не все, но это связано только с производителями в связи с тем, что производство у нас стояли. Это Производство начали. Здесь будет обтянута кожа, вот. Вот это, да? Будет стоять. Здесь будут храниться спасательные жилеты, будет стоять телевизор, жалюзи будут опускаться, кондиционирование по всему этому сделано. Диваны поставили, чтобы было понятно рассадка какая будет, потому что вот у нас ткань только пришла, будет цвет ткани вот такой. Это обеденная группа, она будет из 2 частей здесь находиться. Это VIP-часть у нас. Это зона кафе. Здесь не хватает тоже вот только уголочков, которые, к сожалению, у нас не производятся вообще, с Европы заказываем. А так вот зона кафе, так вот, здесь музыка, колонки. Кондиционирование тоже есть, если есть необходимость, но в принципе так хорошо продуваемая часть.
корабль 76-го года, так для сравнения. Понятно. Это 90-го года выпуска. Ну, нравится вам все? Да, очень Лучше будет на этом кататься? лучше. Ну ладно, когда в результате закончите? Окончательно? 1 числа, да? 1 июня, да. Тут 1 июня, да? Да, потому что материалы, часть сегодня, вот эта обшивка вся кожаная, она сегодня уже придет. Потом была латунь, она тоже на этой неделе должна подойти. И все вот в этих доделки упирается. Потому что все основное, все уже есть. Все мелочевка осталась, да. Ну ладно, тогда 1 июня договорились, мы еще приедем тогда. Да. Посмотрим. Добрый день. Здравствуйте. Капитан теплохода Венер Законович Латыпов. Экипаж занимается повседневным делом. А в каком состоянии? Технически нормально все, да? Технически нормально. Вот он как использовался? Тоже экскурсионный. Экскурсионный, да? Да, все в основном около города Уфы. Ну и он вообще как у нас культурно-агитационный теплоход. Тут проводили на нем фестивали, доходили до Нефтекамска. А вы до Бирска можете дойти, да? Мы раньше ходили, Бирск. Да. Ну, по городам ходили, все города. Там как, ну, концерты, выступления бригады с артистами. У нас есть дом творчества инвалидов. Вот с ними каждый год их вывозим, катаем. Устраивали такие. У нас артисты свои, поэтому как бы вот. Ну, как считаете, порядок тоже, наверное, надо нести, да? Ну, немножко. Так-то мы то, что зарабатываем, всегда вкладываем. Ну, давайте посмотрим. Ну да, так что. Банкетный зал. Где-то на 35 человек банкетный зал. Ну да, тут изначально, конечно, там вообще ужасно было все. Ну, я на нем ради Фаридовича 30 лет уже. Постройки. Здесь вот дают у нас для радости были. А, это для артистов, да? Да, это изначально тоже сами делали. Здесь кают-компания, чаепитие, стыкрух, телевизор. Здесь камбус. Вот так же тоже как вы. Он больше же, да? Сколько здесь пассажиров? Не, одинаково они. Одинаково, серьезно? Совершенно, да. Здесь у нас фуршетная часть. Подкрашивать надо, поделать надо было. Он 30 лет был в одних руках, важно понять, что это такое. А, конечно. Ну, с постройки как было принято, так и работает. Вот каждый угол знаете, да? Все родное, Конечно. пока не слышится. Два варианта есть. Если по деньгам плохо, они там сами подшаманят, и как бы это. А по-хорошему дать денег, все вывернуть, уж там все вскрыть, тоже, значит, наружную покраску, внутреннюю, заменить все здесь. Но сделать вот такую историю. И мне кажется, она и потом все равно и по деньгам она будет больше давать, да. И, ну что, так сделаем. Здравствуйте. 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 Как? Капитан теплохода Султан Заги Закирьянович. Да, очень приятно. На ходу? Так точно. На ходу, да? Он эксплуатируется сейчас, нет вообще? Сейчас нет. Просто стоит, да? А сколько стоит уже? С 1 сентября А нет, ну в смысле, в прошлом году эксплуатировался, эксплуатировалось, да, мы работали от Уфы. да? А куда ходили? Ходили везде, по всей России, Серьезно? да. Ну куда доходили? Астрахань ходили, наверное? Низа, до Москвы, до Горького, везде, до Кострома. Вообще. А тут какая у него? Осадка? Да. Осадка 1 метр 40 сантиметров. Подводной части. Можно посмотреть, да? А какого года? А она постройка 1962-го. Ух ты! Чехи строили или кто его? Нет, Венгрия. Венгры? Сейчас 58 лет. Да. Прошу.
Это вторая палуба, самая главная палуба. Здесь размещены пассажирские каюты. Ух ты. Вот. Носовая часть, средний блок и кормовая часть. Здесь салон впереди. Здесь одно-двухместные каюты. Горячая холодная вода, холодильник оборудован. Это с постройки. Остальные каюты, вот в кормовой части, средний блок, все с удобствами. А, то есть внутри там у них все, да? Да, санузел, прям каюта. А сколько здесь пассажиров вместимости? Пассажировместимость 110 человек. Это музыкальный салон, салон отдыха. Люди отдыхают, концерты, музыка, читальный зал, так будем говорить. Вот, оборудовано. Круговое все это. Люди отдыхают. А наверху тоже можно ходить, да? Да, пожалуйста. А, понятно. Пульт управления, рубка там. А вот техническое состояние ходовой, там, двигателя. В техническом нормальном состоянии. Сейчас надо пройти дефектацию судна. Ну, 5 лет один раз дефектацию проводится мероприятие. Вот. А так судно, конечно, в нормальном техническом состоянии находится. Пойдемте. Вот. Сколько лет командуете уже? Этим теплоходом 10 лет, 10. А так полвека Полвека уже на здесь, да? флоте. Осторожно, пожалуйста, вправо. Ага. С 69-го года я башкирский проход У нас здесь, да, получается? Да. Владимир Федорович, вы, можно сказать, спасли от банкротства Бельского речной проход. Да, и вот в свой прошлый приезд, 2 месяца назад, дали поручение шаг за шагом выводить из сложной ситуации предприятия. Что удалось за это время сделать? Ну, первое, мы все-таки действительно завершаем процесс банкротства, потому что тут такая бесконечная череда смены собственников, банкротств, арбитражных управляющих. Мы точку в этом поставили. Где-то в середине июня все будет завершено, и предприятие вот самостоятельно будет работать. Мы сейчас ищем нормальный персонал, который может работать. То есть нам нужен сюда сильный руководитель, который бы... Дальше это первое. Второе, мы начали потихонечку воссоздавать вот пассажирский флот. Вы видели, вот «Чайку» отремонтировали, сейчас Мубарякова будем, соответственно, ремонтировать. Сейчас ведем переговоры по Башкортостану и потихонечку наводить порядок. Сейчас у нас возможности покупить новые суда нет, но хотя бы отремонтировать и запустить их, это возможно. Это первое. Второе, мы укрепляем, понятно, судоремонтный завод. И еще тут очень интересная схема. Судоремонтный завод зарабатывает зимой, когда навигации нет, а летом зарабатывает, соответственно, это транспортировка сыпучих грузов. Это тут очень важно, поэтому мы вот эту часть тоже отработаем. Раньше это как в черную дыру куда-то уходили все эти деньги. Мы сейчас наводим порядок. Довольно прибыльное это предприятие, мы считаем. Поэтому вот поставим на ноги это предприятие. Через какое-то время поставим на ноги. Если появится крупный инвестор, соответственно, мы ему уже продадим это предприятие. Потому что все равно нужно, чтобы новые... Мы не сможем купить новые теплоходы, но мы и не... Государство не должно управлять такой вещью. Поэтому для меня это решение остановить банкротство, навести порядок, стабилизировать его, и потом посмотрим дальше. Пока это, понятно, будет как государственное предприятие, но со временем все равно должны инвестиции прийти. Спасибо.